Рейд по ликвидации канализационных труб, направленных в ливневые стоки, сегодня в Назране провели сотрудники Комитета по экологии совместно с представителями местной администрации. Выявлено было много нарушений. Здесь же были выписаны штрафы и приняты меры по улучшению санитарных норм. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Пасмурный день для участников рейда омрачен еще и тем, что приходится лицезреть совсем неприятную картину. Проложенные в ливневые стоки канализационные трубы по улице Ахриева мало того, что загрязняют окружающую среду, так еще и портят внешний облик местности. Более того, все эти в буквальном смысле нечистоты втекают в реку Назранка. Способ один – бороться самыми радикальными методами. Для сотрудников Комитета по экологии рабочий день уже давно начинается не в кабинете, а с таких проверок. Практически в каждом населенном пункте найти места, где канализационные трубы выходят прямо на улицу или проезжую часть, не составляет никакого труда. Увещевать жильцов домов, грозить им штрафом и приглашать религиозных деятелей. Все эти меры испробованы по нескольку раз. Однако предписания исполнять никто не спешит. Поэтому противиться столь жестким мерам горожане не стали. Все эти люди были уведомлены администрацией еще недели-две назад. Им был дан срок. Но ничего не сделано. Сегодня с привлечением техники эти все нарушения ликвидируются. В целом по Назранке у нас работа уже завершена, и все эти источники загрязнения и все эти замечания, они уже отражены и составлен соответствующий план. Соответственно, в течение месяца, как и сегодня, все эти нарушения будут устраняться. Следующая точка остановки – улица Грейдерная. Здесь участникам рейда пришлось задержаться подольше. Некоторые жильцы уже засыпали свои трубы, и претензий к ним у комиссии нет. Однако, как видно, тех, кто проигнорировал поручение, гораздо больше. Как правило, выйти и побеседовать по этому поводу мало кто желает. Вот и приходится прибегать к уже испробованному на предыдущей улице методу. Экскаватор тут же берется за новые трубы. Экологи отмечают, будь некоторые жители более сознательными, проводить подобные мероприятия не было бы необходимости. Помимо того, что человек обязан следить за своим домом, поддерживать чистоту в своей республике тоже касается каждого. Чтобы насладиться чистым воздухом и красивыми пейзажами, совсем не обязательно ехать в горы. На равнинной части Ингушетии достаточно уголков, где можно отдохнуть с пользой для здоровья на фоне красивой природы. Только вот подобных мест с каждым годом становится все меньше. И задача каждого, чтобы год экологии в Ингушетии прошел не зря. Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.